жетутута, отопление, электричество киллерите, газ документацията, вонна мантаха, ону таханан квартира ремонтын жарыктанар улустрой. Эскөтен эхеги Galaxy Max промокоду туттунда хатына эхеги аскыт проеген бор боскоңоран берилер. Эбетер 5 бирген скидка веб-сайт заказ стоимости. Второй день турнира Коркина. Начинаем с разминочной зоны. Ян Годлевский, тренер польской команды. Что для вас значит турнир Коркина? Очень важный, но эта польская команда участвует каждый год в этом турнире. Мы очень рады, потому что здесь и сильная конкуренция, но тоже, можно сказать, и организация турнира очень хорошая. Ну, тоже так хорошо получается, что через неделю будет другой сильный турнир в Кемерове. Мы здесь после турнира оставим 1 неделю на сборе и потом в Кемерово. Это для нас очень важно, потому что у нас есть возможность тренировать и принимать участие в турнире с сильными партнерами в Якутии. Какой состав Польши сюда приехал? И здесь у нас приехали мальчики, которые будут участвовать в чемпионате мира до 23 лет в Будапеште. Это такая подготовка. Через 2 недели будет уже чемпионат мира, и тогда наша команда делает здесь подготовку. Так, последние 2 недели это будут 2 турнира и сбор здесь в Якутске. Как вам Якутск? Но для нас это, как сказать, для нас очень интересно, но у нас в Польше теперь близко 20 градусов, плюс здесь немножко холодно, но нравится, но это для нас очень интересно, это не первый раз мы приезжаем, всегда приезжаем с удовольствием здесь. Какая схватка больше всего запомнилась? Схватка? Да. Схватка? Из первого дня. Я думаю, что в категории полуфинал в категории до 57 килограммов. Там россиянин, я думаю, с белорусом. Очень интересная схватка, очень жесткая схватка. Это 2 большие мастера, это высокий уровень, как можно сказать, технически этой схватки. Насколько вы близко знали Дмитрия Петровича? Это был очень уважаемый тренер, я его знал, но я тоже хорошо знал Романа Дмитриева, потому что я тоже в этих годах боролся, но он немножко старше меня был. Но помню еще, как он сделал золотый олимпийский медаль на Олимпиаде в Мюнхене. Это очень был большой мастер был в этой категории на 48 килограммов. Вышел дневник турнира Коркина первого дня. Герои тыла в спорте Якутии. Здесь вы можете прочитать интересные интервью, интересные схватки, про финалы, про поражения. На sportyakutia.ru. Подписывайтесь, читайте свежие новости. Схватки идут 61 килограмм. Чемпион Литвы. An immense team are requested a political center from Russia in Gizi.
79 килограммов победу одержал Айсен Габырин, Россия. Хорош, 4. Красава. Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. Поединок весовой категории до 125 килограммов идут в красном трико представитель команды России Мерик Зелёнин. Его соперник в синем трико представитель команды Венгрии. На таблице победу одержал Даниил Бекетин, Венгрия. На ковре Б победил Петр Лукин, мастер спорта международного класса. На ковре А Выиграл Семен Владимиров со счетом 5-4. Кувшин Куменбелека из Монголии. На ковре А Эдуард Григорьев, мастер спорта, студент Широкчинского государственного института физической культуры и спорта, бронзовый призер международного турнира Golden Grand Prix Иван Юрыгин 2019 года. Тренируется под руководством Данила Неустроева. Егор Дмитриев, участник чемпионата мира 2019 года. 10-0. Выигрывает Эдуард Григорьев. Борьбой занимается 10 лет под руководством Цветова Мутко. Его соперник в синем трико представитель. Евгений Жербаев выигрывает первую победу со счетом 10-0. Тимур Николаев вырывает победу у грузинского борца На ковре со счетом Б победил 4-5, Тимур 5-4. Николаев. Копылов проигрывает На ковре Б победил Парвису Александр Ибрагимову. Курышта, Беларусь. в утешительной схватке. Tonight 3 winner. Представитель Узбекистана Гулямжон Абдуллаев. Победитель. Алик Садаян, Россия, Калининград, мастер спорта, в борьбе 7 лет. Привет. Hey, you mean,
8-8. Остается 18 секунд. Положение. Волевая победа от Ивана Барашкова. Победил Иван Барашков. 2-7 в пользу Самсонова Григория с Алексеем Боровицким. Is Darushukhadjiyev Amkhan, Russia. На коверце приглашаются Айсен Копырин, Алексей Ефимов, представители команды России. Match C requested Kapirin Aysel and Yefimov Alexei, Russia. Requested Zakharov Aidal and Aksomov Dmitry, Russia. Счет 6-15. And Akayev Tajitin, Russia. Одна минута. 12-15. В пользу Самсонова. 1/8 финала. Весовой категории до 61 килограмма. В красном трико Айтал Захаров. В синем Дмитрий Аксенов. Довола. Жаркая схватка дня. Счет 12-15. И остается 15 секунд. По-моему, еще должен добавить. Счет 14-17. Остается 15 секунд. Семь секунд. 5 секунд остается. Со счетом 17-16 выигрывает Григорий Самсонов у Алексея Боровицкого. Григорий Самсонов. Ну и как сказать, вырвал. Финала. Весовой категории до 92 килограммов. В красном трико Иштван Верет. Призер чемпионата России 2016 года. Его соперник в синем трико представитель
Сергин выигрывает у венгра Вереба. На ковре «Д» победил Нюрбун Сергин. Первый тайм со счетом 1-0 в пользу Эдуарда Григорьева. Счет 1-1. Выигрывает Богомоев Александр. Кандидат в мастера 30 секунд. Выигрывает Александр Богомоев. тренер Арша Айрапетрян. Арша — это призер чемпионата Азии, чемпион Аргентины. Его соперник в синем трикотаже представитель команды России. 10 секунд до конца схватки. И Александр Богомоев зарабатывает еще 2 балла. Счет становится 3-1 и выигрывает Александр. Муссабеков, Казахстан. Mat B, weight categories. Многих международных турниров, призер чемпионатов России. Его соперник в синем трико – Канат Муссабеков, Казахстан. Трехкратный в Казахстане. Досрочный выигрыш Евгения Джербаева. Мастер спорта международного класса Евгений Жирбаев. 79 kilos are requested. Abakarov Abubakar, Azerbaijan, and Tashmadjiyev Amkhan, Russia. Европы 2019 года. Его соперник Александра Чураева, Амхан Ташухаджиев, чемпион первенства мира. Казуя Коянаги, Япония. Тимур Николаев выигрывает со счетом 6-4 у Ивана Победил Ефремова. Тимур Николаев. Борется японец и наш парень в синем трико. Проигрываем 8-0. Весовой категории до 79 Абакаров, Азербайджан. Выходит в финал. Mat C, winner B. In semifinal rounds, Abakarov Abubakar, Azerbaijan. На ковер приглашается Алексей Ефимов. Счет 12-4 после первого периода.
японец выигрывает у Петра Павлова со счетом 15-8. Иван Барашков со счетом 8-8. Вырывает победу у белоруса, проигрывая 6-4. Нет. По качеству белорус выигрывает. 2018 года. Ефимов выигрывает у Акаева. Остается 15 секунд. На ковре С победу одержал Тажикин Акаев, Россия. On the mats. На ковре А выигрывает Аксенов Дмитрий у Айхана. На ковре А Антонова. победил. На ковре Б победил Арбак Сад. On the mat. B. Ратный чемпион России. Чемпион первых европейских игр. На ковре А победил Александр Богомоев выигрывает Богомоев, мастер спорта Якова международного Павлова. класса. На ковер А приглашает. На ковре Б Закончилась победил победой Анзора со счетом Анзор Уришев. 1-9. Заслужил. Евгений Жильбаев выигрывает со счетом 11-0. Семь-два. На ковре наш борец Аксенов Дмитрий и японец. Счет 1-2 в пользу японца. На ковре А за выход в финал борются в красном трико Казуя Коянаги, Япония, в синем Дмитрий Аксенов, Россия, Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Арбак Сад, Россия.
и выходит в финал. Четыре. 40 секунд. Секунд. 4-6. Польза Аксенова. Счет 5-6. Остается 4 секунды. И смотрит челлендж. Еще 2 балла отдается Аксенову Дмитрию. 7-5 в пользу Дмитрия. Вырвал победу за 3 секунды. Победил Казуя Оянаги. Владислав Кривошепкин и Александр Богомоев. Связь вырубаешь или что? Почему не Туши. Финал за 3 место. В весе 74 килограмма. Via! E quiere que tú te metas, ya no tienes que meterte más, ya tú tranquilo, no te metas más. Ahí entra. 10-0 выигрывает кубинский борец. Ветеран борьбы. По-моему, самый старший борец на этом турнире. До 74 килограммов. Гарзон Кавалеро. Куба. Лошадцы, Грузия. Вторая бронза среди Итак, борьба за 3 место. Весовая весе категория 74 килограмм. 74. Представитель команды Грузии Давид Лошадзе. Его соперник в синем трико, представитель команды Азербайджана Хаджимурат Гаджиев. Устал уже работать. Не виси, работай. Еще 2 балла назад. Фингер. Пальцы. Вот так, хорошо. Аккуратно. Зашел. Молодец. Ты там поработать. Представитель команды трико, представитель команды Азербайджана. Вот так, хорошо. Аккуратно. Там поработать. Вот так. Вот так, хорошо. Стать, молодец. Здорово. Стать.
Выигрыш, отхожу, брат, вставай, 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 разберись, вставай! Давай, давай, вставай! Два балла. Бронзовым призером международного турнира памяти Дмитрия Петровича Конкина становится Хаджимурат Гаджиев, Азербайджан. Финал 74 килограмма. Адильбек Кизильев и Никита Сучков. Владимир Секрет. Боковой судья Дмитрий Лигер, Россия. Голову подними. Никите секундирует наш борец Максим Толмачев, который скоро поедет тренироваться в Красноярск. А, Макс, за Юру, да? Секунды. И Надирбек становится чемпионом. Оба красноярца поборолись за золото. Победитель Надирбек Хизриев, Россия, Красноярск. Winner Russia. Показываю гостей. Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при памяти заслуженных Дмитрия И на финал Петровича пришли Конкина. очень много людей. Начинается торжественная церемония награждения Игорь Овсянников, Россия. Вы приезжаете к нам третий раз, и вот, наконец, завоевали золотую медаль. Что можете сказать о соревновании? Ну и о финальной встрече, пожалуйста, с Никитой Сучковым. Спасибо большое. Мне очень приятно находиться здесь. Я, если будет в дальнейшем буду выступать, я буду сюда приезжать, потому что здесь по-настоящему чувствуется вот эта атмосфера. Любовь в борьбе. Видно, что якуты любят это душой всей. Спасибо всем. Сегодня за меня болели. Я чувствовал это. И это давало мне дополнительный. Что касается Никиты, мы с одного зала. И я всегда к нему отношусь хорошо. Даже если мы на ковре, соперники за ковром, я старше него. Я капитан команды Красноярского края. Я что могу передать ребятам, пока я в спорте, я буду передавать. Но сегодня я был сильнее. В прошлый раз я ему проиграл. Я не имел права сейчас проиграть. Спасибо ему большое. Это был реванш? Это, можно так сказать. Но не хочется ее как-то лбами нас. Это не мое. Ну, кому хотите присудить вашу золотую медаль? Честно сказать, если я выделю кого-то отдельно, это будет неправильно и некрасиво с моей стороны. Всем родным, близким, особенно тренерам,
Они, может, где-то меня и уже с возрастом чуть-чуть уже списывают. Но я чувствую внутри, в душе, я только-только начинаю. Я пока буду жив, здоров, я буду продолжать тренироваться. Мне это нравится. Ну, это мое внутри. Я не могу передать словами, что я ощущаю к борьбе. А вы в этой весовой категории остаетесь или вот какие планы ваши? Да, я с 70 килограмм перешел, с 74, потому что это олимпийский вес. Я надеюсь, я верю, я хочу завоевать и попасть. За серебро 265 килограмм. Эрдоган Чингисхан против нашего борца. Егор Захаров. Россия, Саха-Якутия. Бронзовый призер Эрдоган Чингисхан, Турция. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, на центральном ковре борьба за третье место. Весовая категория до 65 килограммов. Приглашаются представители команды России, Республики Бурятия, Даша Шаростепанов и Булат Батоев. Вторая бронза. в красном трико мастер спорта до 65 килограммов. Две секунды. Булат Батоев выигрывает бронзу. 65 килограммов. Новость. Батоев Булат. Раша. Борьба за первое место в весовой категории до 65 килограммов. Лера. Якутский финал. Евгений Скрябин и Виктор Рассадин. Борьба за золото. Борьба за первое место в весовой категории до 65 килограммов ведут мастера спорта международного класса. Красный трико Виктор Рассадин.
Счет становится 8-8. Победитель весовой категории до 65 килограммов Виктор Рассадин. За победу! Gold medal goes to Rasadin Victor, Russia. Награждение 74 килограмма. Чемпион Адербек Гизриев. Бронза 57 килограмм. Егор Потапов и Парвиз Ибрагимов. Bir ataka, bir ataka. Badali, bir ataka, bir ataka. Yaxshi. Yaxshi yapratdi. Qasay, qasay. Qasay. Qasay, o'tda. Свадебщики попутали здание. Случайно зашел. А ты за что вот? А за что? Юрий Макини. Победил Парвиз Ибрагимов, Азербайджан. На центральном ковре борьба за третье место в весовой категории до 57 килограммов. Россия. In the weight category, 57 kilos are requested for bronze medal. Abdullah Nurmagomedov, Uzbekistan, and Bajinayev Aldar, Russia. Вторая бронза 57 килограмм. Баженимаев и Абдуллаев. Бурятия и Узбекистан. Борьбу за третье место в весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико представитель команды Узбекистана Гуламжон Абдуллаев. Гуламжону 20 лет, представляет спортивный клуб «Динамо». Борьбой занимается 10 лет. Тренер Абдурам Базарбаев. Гуламжон Абдуллаев. С явным техническим преимуществом победу одержал Алдар Бальжинимаев. Россия, мастер спорта международного класса, и становится бронзовым призером турнира. Winner by technical superiority, Bajinayev Aldar, Russia. Финал 57 килограмм Ариан Кютрин и Жаргал Намчинов. Russia.
Виктор, поздравляем с победой. Это уже 5-я, да, по счету победа. Что можете сказать о своей победе? Ну и вообще о соревновании, да. И вот в финале встретился с земляком, с Нюргуном Скрябиным. Говорят, у вас это первая встреча, да? Первая встреча. Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить своих тренеров за то, что они нас так хорошо подготовили. Нашим болельщикам хотел бы тоже сказать спасибо за такую поддержку. Я думаю, они могли бы еще больше народу будет, но что-то мало народу, честно сказать. И хочу сказать своей команде спасибо за их поддержку. Благодаря хорошей подготовке я выиграл этот турнир. Хорошо готовился, режим, питание хорошее, хороший сон. Это все как бы от профессионализма зависит. Вы постоянно впервые встречаетесь, да? Да, ну мы на тренировках постоянно. Если тренируемся на соревнованиях, у нас такая первая встреча, да. Можно сказать, да, по поводу вообще своей физической формы, да, вот после чемпионата России, вот первый старт, да, по-моему, после чемпионата России, после отдыха. Ну, после чемпионата России я долгое время отдыхал, потом думал, что мне физики не хватает, пришлось мне чуть физику подтянуть. И потом уже ближе к турниру я уже перешел на ковер и подготовился к соревнованиям. А на какой исход надеялся, да, вот ну, сегодняшняя встреча, да? Все-таки ты шел на 5-ю медаль золотую. Вот Да, какие конечно. были мысли до старта? Ну, у меня была ответственность, во-первых, потому что я как капитан, я отвечаю за всю команду, и все было зависит от меня, как бы я борюсь первый день, ребята все на меня смотрели, и я не должен был проиграть, чтобы им тоже был это стимул. И, конечно же, для меня это было трудно, ведь и 5-й золотой медали. Ну, я думаю, что хорошо подготовился, выиграл турнир. Но я изначально готовился только на первое место. Я не знал, что будет состав сильный. И вот в преддверии турнира у нас там ажиотаж такой был, да. Ну, приедут там Гаджели, приедут. Но я на это не смотрел, я просто готовился от всей души, со своим тренером, своими тренерами, готовили всей командой. И вот, я думаю, все это. Болельщики вот ожидали именно финал, да, Рассадин Алиев, да, вот как ты думаешь, финал этот не состоялся? Ну, что было бы, если бы состоялся? Ну, я думаю, было бы трудно, конечно, но для меня было бы как бы стимул побороться с таким лидером. И я думаю, что у нас тоже была бы такая борьба, как сказать, может быть равная, но такая была бы заруба, можно сказать. Я этого и хотел. Для меня бы это было пользу. И какие старты еще впереди, какие планы? Ну, я планировал поехать в Грозный на Рамазан Кадыров, на турнир Кадыровский. Но у меня вчера травмировали ногу. Вот сейчас уже как бы думаю, но все равно буду настраиваться мысленно. Сиролана, Горкинский, выше. Ну, основные старты, я думаю, что буду участвовать. Буду готовиться, буду стараться. Мне еще много нужно преодолеть. Этот турнир уже как бы чуть позади остался. Я рад, что я выиграл, но мне нужно сделать еще больше. Мне нужно шагать большими шагами вперед. Өскөтүнен күстә. Кытанлык санаглар болуқын бағарар болдыққына. Жоғыз кірспит клубты кәлән жарықтан. Сихли описанияға